Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. Согласитесь, что большая задача для нас с вами, как людей прогрессивных и современных, это соблюдать баланс во всех аспектах жизни. Потребление энергоресурсов в последние годы заметно увеличилось и неуклонно растет. Главными источниками обеспечения привычной для современного человека жизни являются газ, уголь, нефть и нефтепродукты. Тем более у нас в Якутии, где зима длится почти 9 месяцев в году, а световой день зимой очень короткий. Как помочь природе и сохранить комфортный баланс жизни в Якутии без вреда для окружающей среды, расскажет моя сегодняшняя гостья, директор Центра развития ЖКХ Наталья Сивцева. Добрый вечер, Наталья Платоновна. Здравствуйте. Я хочу вас поздравить с прошедшим недавно праздником, почти профессиональным. Да, 11 ноября вы с коллегами отпраздновали Международный день энергосбережения. Вот расскажите, что это за такая дата и какое отношение сегодня у якутян к энергосбережению? Действительно, День энергосбережения сегодня празднуется во всем мире, но пока в нашей стране, значит, и у нас в республике, пока этот праздник носит скорее такой более узкий характер, более профессиональный, да. Больше таких мероприятий для экспертного сообщества проводится, но с каждым годом данная тема, конечно, она получает новое развитие. Так вот уже 6-й год в республике проходит фестиваль, он всероссийского значения, называется «Вместе ярче». И вот с каждым годом вовлечение разных участников, общественности в это движение, оно становится все больше и больше. Вот недавно мы тоже, значит, мероприятия, посвященные вот данному и дню, и фестивалю, они ежегодно проходят. Конечно, это в первую очередь вовлечены наше подрастающее поколение, дети, студенты, которые вот участвуют в наших конкурсах, которые мы объявляем. А вот что это за фестиваль? Я вот могу себе представить легко, там, фестиваль, я не знаю, песен, фестиваль КВН, фестиваль, там, не знаю, конкурсы какие-то, фестиваль музыки электронной. А вот фестиваль энергосбережения, что это? Ну, здесь, конечно, больше мероприятий, которое призвано популяризировать вот, вопросы энергосбережения, экологии и, соответственно, применение энергоэффективных материалов, оборудования. Поэтому для того, чтобы показать это широкому кругу, значит, участников, тех, кто потребителям, да, это показать. Ранее, до пандемийного периода, устраивались даже выставки. Мы вот на площади показывали, значит, какое оборудование бывает, да, какие можно простые вещи в быту применять и так далее. Вот, поэтому это носило такой характер, но сегодня мы больше, конечно, акцентируем на мероприятиях уже такого больше онлайн-характера, больше разъяснительной работы. Все, поняла, спасибо. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостям можно по телефону студии 8 41 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение на мессенджер WhatsApp по номеру 8 914 235 0502. Наталья Платоновна, сегодня, вот насколько на сегодня жилищный фонд энергоэффективен вот в России и в республике в частности? Ведь многие еще не готовы перейти на более экологичное потребление энергии, скажем так, моральное. То есть даже энергосберегающие лампочки, то не все пока используют. Действительно, у нас республика одна из первых в стране стала внедрять вот такие новые механизмы. Это энергосервис в бюджетной сфере. Действительно, это уже лет 10 у нас идет. И теперь вот буквально с прошлого года мы, республика, значит, учитывая свою специфику, приняла региональные нормативные акты. И теперь мы являемся, можно сказать, тоже лидерами в отношении уже продвижения энергосервиса в жилищном фонде. Действительно, у нас жилищный фонд, учитывая вот условия, да, суровые условия, климатические условия крайнего севера, они, конечно, налагают свои вот особенности, что получается у нас жилищный фонд
с одной стороны, он устаревает, да, и потребляет много, значит, энергии. С другой стороны, сейчас новые дома у нас строятся, они более энергоэффективны уже с предустановленными там приборами учета. Но, к сожалению, большинство домов у нас имеют практически либо низкий класс энергоэффективности, либо он вообще и не присваивается. Да? Поэтому вот та нормативная база, которая сейчас принята и начала работать, вот в этом году мы можем сказать, что есть уже шаги к практической реализации. И энергосервис в жилищном фонде, что нас сейчас радует, уже начинает обретать реальные черты. То есть у нас сейчас уже проходит общее собрание собственников в жилищном фонде, где, значит, энергосервисная компания, это в большей части это частные организации, которые как инвестор могут вложить свои собственные средства и, значит, создать комфортные условия для жителей за счет тех мероприятий и, значит, получить свою выгоду. И вот эти, значит, изменения в законодательстве, которые сейчас позволяют привлечь инвестора, вот это является большим достижением вот в деле привлечения дополнительных инвестиций для приведения вот нашего проблемного жилищного фонда в порядок, так скажем. Нет, ну понятно, что, допустим, те же КПДшки, да, наши, они не приспособлены. Понятно, что вот те дома, которые строятся сейчас, они уже с приборами учета и так далее. Но вы знаете, вот сейчас буквально перед эфиром я с коллегой разговаривала, она говорит, кто у тебя сегодня гость? Я говорю, вот, значит, ЖКХ. У них дом сдан в 2014, наверное, году, то есть дом новый, приборы все стоят, но управляющая компания не может как-то их принять на баланс, и поэтому все равно берет с них квартплату по нормативам, да. Вот как такое вообще может быть? Вот, и что им делать? Действительно затронули очень актуальную тему. Да? Вообще у нас вот система, скажем так, прозрачности учета, вообще прозрачности для того же потребителя, это сегодня очень, значит, скажем так, востребовано. И действительно, это всем грамотным потребителям хочется знать. И поэтому, значит, здесь мы вот эти все наши вопросы, связанные с энергосбережением, с учетом, с дистанционным снятием показаний приборов учета, потом передачей их на информационную платформу. Дальше эти показания должны стать основой для начисления платежей. Соответственно, биллинг там, где вот происходит начисление платежей, он тоже должен быть прозрачным, доступным. Платежные документы должны формироваться правильно и соблюдаться все требования, значит, правил оказания коммунальных услуг. Это когда, значит, по приборам, даже если вот ранее начислили по нормативам, а прибор вот только установлен или там введен в действие, в любом случае должен произойти перерасчет по фактическим показаниям. Это делается один раз в год. По итогам, значит, прошедшего года в первом квартале следующего года. И чтобы добиться, чтобы эти показания стали основанием, ну, чтобы не по нормативам, зачастую как бывает, вот нормативы, они, особенно вот в старом жилфонде, да, получается, что нормативы больше, чем фактические показания приборов учета. Ну, почти всегда. Почти всегда счетчик это выгоднее. Да, это выгоднее, и поэтому люди интересуются, как можно добиться перерасчета. Здесь я бы хотела отметить, что не нужно там в заявительном порядке, да, как некоторые хотят представить, что обязательно нужно только по заявлению гражданина. Да. На самом деле правила работают одинаково для всех. Автоматический перерасчет по факту он обязан производиться тем, кто является исполнителем. В данном случае это управляющая организация, либо если есть в доме прямые договора заключены, да, то это ресурсоснабжающая организация. То есть автоматические перерасчеты, они должны происходить
производиться. А если они не делают, куда жаловаться людям? Если они не делаются, значит, у нас по начислениям есть управление государственного строительного и жилищного надзора. Есть сейчас система ГИС ЖКХ федеральная, значит, еще одна платформа, которая позволяет гражданам получить достоверную информацию. Сейчас вот по закону, федеральному закону, все поставщики ресурсов обязаны предоставлять данные в этот ГИС ЖКХ, и человек может увидеть там свои платежные документы. Ну, не может, а значит, уже пользуется вот этим, да? Вот, поэтому, конечно, прозрачная система, она востребована. И мы вот работаем над этим, с тем, чтобы обеспечить всем участникам вот доступную и правильную информацию. Ну хорошо, начать на самом деле можно хотя бы с энергосберегающих лампочек. У нас есть сюжет, как правильно выбрать энергосберегающую лампочку от корреспондента Якутии-24. Давайте посмотрим. Самой эффективной и экономичной считают светодиодную лампочку. Чем же она так хороша и как выбрать лучшую? Давайте разбираться. У каждой лампочки есть свой номинал потребляемой мощности. То есть у светодиодных лампочек это от 3 до 30 Вт в час. Если из расчета брать, у нас 1 киловатт в час в Якутии это 6,5 рублей. Ну вот представьте, одна лампочка, у нее энергоресурс 30-40 тысяч часов. Соответственно, то, как вы будете часто использовать, от этого будет зависеть цена и энергоресурс. Светодиодные лампочки бывают с матовой или прозрачной колбой. Матовые светят вперед и немного по бокам. Прозрачные напоминают лампу накаливания. Внутри у них светодиодные нити, светят во все стороны. К тому же бывают разных форм, но это никак не будет влиять на качество освещения. Только на дизайн. А вот что точно влияет и на качество, и на наше самочувствие, так это цветовая температура. Так, к примеру, теплый цвет успокаивает и настраивает нас на сон, а холодное свечение, напротив, бодрит и повышает работоспособность. Некоторые производители и вовсе экономят на деталях. Проведем тест. Наводим камеру телефона. Вот такую лучше не брать. Она вредит нашему зрению и снижает работоспособность. А так выглядит безопасная светодиодная лампочка, без пульсации. А еще у качественной лампочки должен быть стабилизатор напряжения. К примеру, при 230 вольтах лампочка горит ярко. Но если напряжение в сети падает и лампа гаснет, значит светить ярко она будет только при постоянном напряжении в сети. Это лампочка без стабилизатора. Информацию о нем ищите на упаковке. Вот этот вот значок показывает то, что при больших скачках он может работать. То есть понизилась мощность, повысилась мощность, он выдерживает. Индекс цветопередачи это больше 80, но у всех светодиодных лампочек это больше 80. Световой поток 880 люменов. То есть 880 люменов он позволяет осветить достаточно большую территорию. И цветовая температура. 2700 это у нас теплый белый свет, 4000 кельвинов это у нас нейтральный белый свет и 6500 кельвинов это у нас холодный цвет. Выбирайте качественные лампы. Они прослужат вам долго и вреда здоровью не нанесут. Ну что ж, наш корреспондент рассказала о том, как правильно выбрать энергосберегающие лампочки. Наталья Платоновна, давайте поговорим о том, какие советы вы сможете дать сейчас нашим зрителям касательно энергосбережения, энергоресурсов. Ну, самое простое, да, что вот как в сюжете было показано, конечно, по электроэнергии это энергосберегающие лампочки. Дальше, значит, чтобы в наших условиях, да, это, конечно, потери тепла у нас идут в основном из окон, да, поэтому остекление балкона, значит, утепление оконных проемов, ну, стеклопакеты, скажем так, да, терморегуляторы. Вот терморегуляторы, которые можно устанавливать на радиаторах, затем в бытовых приборах, бытовых вот, значит, бытовой техники. Надо выбирать классы энергоэффективности, которые являются выше. То есть это по маркировке это зеленое, вот начинается с красного, с буквы А, там, и заканчивая там, ну, зеленые, конечно, да. Это при покупке бытовой техники нужно обратить внимание, чтобы там было зеленое. Да.
Она будет меньше энергии потреблять, Чем больше да? зеленая, да, она будет потреблять меньше энергии. Ну и, соответственно, чтобы измерять это, конечно, в первую очередь приборы учета. Да? В первую очередь приборы учета в основном у нас получается на отопление, это в основном общедомовые приборы учета. На воду, конечно, это и общедомовые, и индивидуальные приборы учета, горячей и холодной воды. Ну и электроэнергия. Вот по электроэнергии сейчас уже переходят на умные счетчики. Значит, у нас поставщик электроэнергии сам меняет эти приборы, да, вот на такие, с дистанционным съемом. И продвинутые управляющие компании сейчас, они тоже идут сейчас на замену устаревших приборов жильцов, предлагают централизованные услуги и переводят вот на такие умные приборы, которые позволяют самостоятельно передавать показания учета дистанционно на диспетчерский пункт управляющих организаций, либо там обслуживающих организаций. Ну, наверное, тут агитировать даже особо не надо, потому что люди, которые ставят себе приборы учета, они это конкретно видят на примере своего бюджета, да, что это просто, Ну да. даже если они счетчики устанавливают за свой счет, через какое-то время это всё- быстро окупается. Да. это все окупается, поэтому стоит действительно это делать. А вот понятно, что потери ведь они не только могут быть в квартире, да, потеря тепла, могут трубы там, по пути к дому терять тепло. Вот в целом для снижения энергопотерь республики что делается? Как вот комплексный подход организовать? Да, вот мы до сих пор, да, говорили об отдельных объектах, да, об отдельных, значит, зданиях, которые, значит, либо у потребителя находятся, например, это школа, садик, там, либо жилищный фонд, ну, многоквартирный дом, да, скажем. Но поскольку мы все понимаем, что вот эти ресурсы вырабатывают объекты коммунальной инфраструктуры, да, ну, просто говоря, это котельные, да, котельные, значит, наши генерирующие мощности, поэтому по ним, если мы не будем отрабатывать все в комплексе, то получается, что у нас эффект такой однобокий, и он размазывается. Поэтому сейчас, вот несколько лет тому назад мы, понимая, что в наших условиях действительно очень важно, чтобы проводились мероприятия на всех этапах, да, мы, значит, сейчас понимаем, что комплексное энергосбережение – это будет самое эффективное мероприятие, но для этого это очень сложный вопрос, сразу скажу, потому что здесь очень много участников, причем, значит, они, ну, разнонаправленной, да, заинтересованности. И вот наша задача сейчас, ну вот в общем, значит, договориться, да, о том, что в наших условиях действительно, что энергоресурсы – это очень, значит, ну, такой ресурс, который надо сохранять, который стоит дорого и который можно эффективно использовать. И чтобы вот это обеспечить, нам нужно вот там, бизнесу, государству, потребителям, среди которых очень важную роль, конечно, играют вот активные, инициативные, да, граждане, собственники жилья, руководители учреждений. Вот нам надо, чтобы мы все, понимая эту задачу большую, да, работали на одну цель. И тогда все сложится, и мы сможем порешать такие задачи. Пока на сегодняшний день мы находимся только, вот, можно сказать, там, где-то в начале пути, при этом понимая каждый свою задачу, свою роль по-разному. Вот наша задача вот, дойти до этого общественного договора с тем, чтобы реализовывать уже вот эти мероприятия совместно вот, по всему кругу, допустим, в зоне деятельности, да, в зоне деятельности одного поставщика, взять всех в комплексе, начиная с котельной, заканчивая всеми там школами, садиками и многоквартирными домами, другими объектами, которые подключены вот к этим объектам генерации. А кто несет ответственность за проведение всех мероприятий, которые касаются вот, энергосервиса? Это хозяин квартиры, это все жители, там, ТСЖ, я не знаю, управляющая компания, кто? Вот на самом деле, да, если есть энергосервисный договор,
заключен, да, то, конечно, за все мероприятия здесь отвечает уже вот эта энергосервисная компания, которая на себя взяла значит, задачу сэкономить, потому что значит, здесь ни жильцы, ни, значит, вот потребители, они не вкладывают дополнительные средства. Вот эта энергосервисная компания за счет своих компетенций, за счет тех мероприятий, которые она понимает, что нужно вложить, сколько, в какие мероприятия, какое оборудование поставить, да, вот за счет вот этих мероприятий они добиваются эффекта, соответственно, экономят, и вот эта экономия становится для них выручкой и доходом. Так, а энергосервисная компания – это управляющая компания? Нет, или это... это другая компания. Значит, управляющая компания, она заключает договор с жильцами на управление дома. То есть она обеспечивает текущее, ну, как бы, снабжение и обслуживание этого дома. А энергосервисная компания, сейчас у нас в республике их, ну, таких активных порядка 10, это частные компании, но по всей стране тоже есть опыт, конечно, большой. Те компании, которые приходят вот на объекты, предлагают свои услуги. Значит, если под свой риск, под свой предпринимательский риск, и если они достигают вот этой экономии, сохраняется базис, и при этом они достигают экономии, то из этой экономии они составляют себе вот свои доходы, выручку. И в случае, если экономия не достигнута, то здесь, значит, они ничего не получают. Поэтому здесь, в принципе, риски только со стороны энергосервисной компании. А вот эта энергосервисная компания, с ней кто договор заключает? Управляющая компания или жильцы? Вот, если мы берем жилфонд, жилищный фонд, многоквартирный дом, заказчиком в любом случае являются собственники домов, квартир. Значит, они заказывают, они могут напрямую заключить этот энергосервисный договор, наделив, значит, полномочиями кого-то своего представителя. Они могут это делегировать управляющей организации, значит, так, да, и, соответственно, и при этом законом вот прошлогодним принято условие, что даже если управляющая организация будет изменена, заменена, там, сменилась, да, то в любом случае этот энергосервисный договор остается в силе, потому что волеизъявление собственников, оно первично. То есть вот этот момент, он сохраняется, и, соответственно, инвестор, значит, стабильно и, ну, гарантированно, скажем так, да, он уже имеет вот этот механизм как раз и принят в виде вот нормативного акта, что здесь он сохраняет, значит, гарантии того, что вложенные инвестиции вернутся, но вот в данном случае у нас, учитывая то, что эти инвестиции вернутся не из кармана вот жителя, да, а из той экономии, которую, значит, добьется вот эта энергосервисная. Ну, то есть жители ничего не потеряют? Жители вообще ничего не вкладывают, не то чтобы потеряют, они даже приобретут свою выгоду при получении фактической экономии. То есть доля экономии на них тоже будет распространяться. Ага. То есть часть доли экономии пойдет этой ресурсной компании, энергосервисной, а часть пойдет в виде экономии жителям. Да, абсолютно верно. И вот, допустим, жители там КПД многоквартирного, вот они решили заключить этот договор. Они должны, ну, найти просто сами, да, эту компанию? Да, если есть такое желание, мы сейчас, вот эта практика только начинается. Значит, наш центр является верификатором, имеет статус верификатора, да, то есть мы должны обеспечить вот, ну, корректность, достоверность данных, да, с тем, чтобы, значит, дать возможность привлечь вот этих потенциальных наших энергосервисных организаций, компаний, и свести задачу, да, вот те дома, которые желают произвести у себя такие услуги, они могут обратиться к нам, значит, у нас контакты на сайте имеются, поэтому, пожалуйста, если будут такие инициативы, мы будем только поддерживать, конечно.
Мгм. Ну хорошо, про экономию поговорили. Давайте перейдем на тему отходов. Да. Тут тоже я знаю, что ваш центр этим занимается. И на странице вашей в Инстаграм я видела пост о том, что вы провели челлендж между отделами по сбору батареек и пластиковых крышек от бутылок. А вот какие материалы сейчас в Якутии принимают на переработку? Мгм. Значит, вообще вопрос раздельного сбора, да, отходов, ну, мусора, он сегодня волнует многих. Многие вовлечены благодаря вот тем нашим общественникам, волонтерам, которые вот несколько лет назад, они уже начинали эту деятельность. И, в принципе, сейчас граждане все знают, понимают, что есть такой раздельный сбор. Отдельно действительно у нас в республике пластик собирается, картон и вот батарейки. Да? И чтобы сдать вот эти... Мы призвали коллег с тем, чтобы популяризировать дальше это движение и распространить. В принципе, такое движение уже довольно вот у нас практикуется. И, соответственно, вот имеются предприниматели, которые занимаются этим сбором. И, соответственно, к сожалению, пока в республике нету вот такого производства большого, которое бы позволило, значит, этот вторичный материал перерабатывать здесь, прямо на месте. Да. Пока существует вот экономически выгоднее, да, бизнесу, это вывозить туда, где вот они принимаются на заводах. Но со временем, конечно, мы стремимся к тому, чтобы, соответственно, здесь организовывать. И сейчас, как известно, значит, республика строит, ну, намечена большая программа по строительству новых объектов. Тот же, значит, полигон, который планируется, значит, на территории города городского округа Якутск, та же мусороперегрузочная станция с сортировкой, которая тоже будет вот центром, где будет сортироваться мусор, и, соответственно, оттуда будут разделяться вот эти фракции полезные. Да? Ну, вот смотрите, пластик, картон, батарейки. Картон — это только картон, это не бумага, не газеты. Не журнал, только картон. Да, мы, значит, посещали... И вот пластик тоже, он же разный? Он разный, да, все это маркируется, как бы... Принимается любой пластик или только крышки, а саму бутылку нельзя Смотрите, сдать? сейчас у нас вот эти, скажем так, контейнеры, да, раздельного сбора, они установлены по городу Якутску, имеются, да, но их не так много пока. Но туда, значит, там есть обозначения, которые принимаются. Ну, обычный картон, который вот магазинные вот эти коробки, все такое, это все принимается. Распространенный пластик тоже, там есть свои как бы особенности, да, но, значит, проще, конечно, все это сортировать вот на глаз. Но если вот детально смотреть, то там, конечно, какие-то вот белые бутылочки, там они не поддаются, да, переработке, поэтому их в свою очередь там тоже вот наши вот те сборщики, которые принимают предприниматели, они тоже определенную сортировку у себя тоже, досортировку тоже делают, ну, приходится делать. А так, конечно, хотелось бы, чтобы как при сортировке наши потребители умели подготавливать, да, там тоже требуется не просто вот, значит, вот эту пластиковую бутылку вместе с крышкой там выбросить, да, а будет эффективнее, если ее там смять и так далее, и так далее. Ну вот есть такие небольшие, так скажем, житейские, да, мудрости, да, Ну или вот надо... та же самая там картонная коробка из-под сока. Ее нужно сложить. Ее нужно сложить, Да. а крышечку вот эту пластиковую оторвать и отдельно Да. положить в пластик, Да. правильно? Ну, есть вот эти правила, которые обычно в бытовом плане вот, нужно подготовить, да, а потом уже вот выбросить уже Ну, подготовленное. вот с батарейками понятно, но ведь лампочки тоже нельзя просто так в мусор выбрасывать. Да, да. А у что нас с ними сейчас- делать? Ну, значит, по лампочкам сейчас проблема действительно достаточно, ну, так, она не решена. Можно сказать, что вот все, что вот мы сейчас проговорили, сортируется, получается, картон, вот пластик и батарейки. Да? Вот они отдельно собираются и они вывозятся. К сожалению, все остальное вот у нас из бытового мусора превращается, вот уходит на, скажем так, полигон.
пока, да? Но мы стремимся к тому, чтобы появилась современная сортировка, появились мощности, которые позволят это перерабатывать, которые позволят это значит, только и захоранивать только остатки, которые не поддаются переработке. Потому что, ну, понятно, батарейки батарейками, но есть же там те же сотовые телефоны, там старые... Вот это все надо будет наладить так, чтобы, ну, так, чтобы это меньше приносило вреда окружающей среде. Да. Причем, кстати, вот дети у нас уже как-то понимают. У меня недавно холодильник дома ломался, и там перегорела какая-то основная деталь, вот, ну, электронная какая-то. Вот. Я, значит, в мусор кидаю, и дочка мне: ты что? Разве так можно? Вот. Это говорит, ну, это говорит о том, что у нас общество уже вот через детей, оно уже начинает прививать культуру, да, как это все, ну, влияет на экологию. Ну, мы все это хорошо понимаем, наверное, да. Просто есть потребность разделять и, соответственно, уже здесь перерабатывать. Вот дальше надо двигаться. Хорошо. Какие региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными бытовыми отходами в республике у нас сейчас определены? Якутия большая, население распространено неравномерно, да, почти половина населения в Якутске, ну, треть, скажем, да, и мусора тут гораздо больше, чем где-то в отдаленном каком-нибудь селе. Да, вот я здесь хотела бы сказать, что у нас вот реформа, которая в области вот, твердых коммунальных отходов, она на сегодняшний день находится вот в таком на этапе становления, когда мы понимаем, что вот что такое региональный оператор, наверное, широкая общественность, она еще не, ну, как бы не понимает до конца. То есть, что произошло с изменением в законодательстве об отходах, да, это то, что, значит, сегодня сбор, вывоз, ну, или транспортирование, вот это все, что мы вывозим, это становится деятельностью регулируемой, да, и стала коммунальной услугой. То есть сейчас вот эта услуга оказывается региональными операторами, которых у нас на сегодняшний день в республике 6. Да. Республика поделена на зоны. Ага. Эти зоны, значит, ну, центральная, там у нас можно ознакомиться. У этих региональных операторов имеются сайты. Я могу их перечислить. Вот 6, да? 6 региональных операторов. Это ООО «Якутск Экосети», охватывает вот центральные районы, включая город Якутск, да, самый большой. Значит, дальше есть экологические системы Якутии, тоже в форме ООО. Это центрально-восточная часть, Заречные Улусы, 9 районов туда подпадают. Потом есть, значит, южная зона, там отдельно Алдан, вот этим летом алданская зона появилась отдельно от Ниренгринской. В алданской зоне у нас региональный оператор, значит, МУП, алданские пассажирские перевозки. Это по конкурсу определенные, значит, региональный оператор. В Ниренгринском районе есть, значит, тоже МУП, называется переработчик на Ниренгринский. Дальше в Мирнинском. И сейчас вот западная зона, тоже 7 районов охватывает западной зоны и Вилюйскую группу. Это Мирнинское предприятие жилищного хозяйства. Здесь у нас наблюдаются проблемы. Сейчас принята, значит, территориальная схема, недавно буквально утверждена в конце октября месяца. И, соответственно, этой территориальной схеме у нас предполагается разделение западной зоны. Это, значит, будет объявлен конкурс на отбор региональных операторов. Значит, и арктическая самая большая, значит, это 13 районов арктические наши, которые, значит, сегодня обслуживаются ГУПом ЖКХ. Действительно, республика очень большая, значит, полноценная реформа сегодня проводится не везде, но районные центры, большие города, они все охвачены. Есть особенность. А у нас есть звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос. Так.
Да, почему-то не слышно. Ну ладно, такое бывает, это прямой эфир. Но вот давайте вопросы из WhatsApp я прочитаю. Как сейчас берут квартплату с количества проживающих или зарегистрированных? У меня в собственности 2 квартиры, в одной из них я не живу. Как мне платить коммуналку? Но здесь речь, если идет обо всех видах да, услуг, или только по твердым коммунальным отходам. Если речь идет о твердых коммунальных отходах, значит, до мусорной реформы, до регулирования тарифов, плата взималась с квадратного метра, ну вот с площади, да, жилья. Сейчас, поскольку были большие споры, что все-таки мусорят не квадраты, а мусорят люди, да, то, соответственно, плата сейчас взимается с человека. И, соответственно, чтобы значит, определить, какое количество, значит, у нас установлен норматив в республике, значит, это в год 297 килограммов. Это не самый высокий норматив по стране, наоборот, даже, можно сказать, один из самых низких. И, значит, предъявляется это по количеству проживающих. По количеству проживающих, как бы фактически, которые устанавливает управляющая организация. В случае же, значит, если, значит, там никто не, значит, не прописан, скажем так, но имеется собственник, то по законодательству выставляется собственник. Все равно, как за одного человека он должен за одного платить. человека. Понятно. И все-таки у нас есть звонок, говорят мне. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему у управляющих компаний разные цены на одни и те же услуги ЖКХ? Я жил на ДСК, цена была одна. Переехал сейчас ближе к центру, уже другая цена. Спасибо. Спасибо. За вопрос. Вообще, ну, плата, да, за жилищно-коммунальные услуги надо здесь разделять на 2 направления. Во-первых, коммунальные услуги – это у нас отопление, водоснабжение, горячая, холодная вода и канализация, да? Электроэнергия. Вот газ, они, значит, предоставляются по тарифам, которые устанавливает государство. Остальные виды услуг, они называются жилищными, ну вот плата за содержание и ремонт жилого помещения. Ну вот в жилищном кодексе так звучит. Туда входят разного рода услуги, которые не относятся вот к этим коммунальным. Соответственно, здесь нужно понимать, что вот эта плата зависит от позиции, от активности, опять же, наших самих собственников. Потому что, к сожалению, у нас получилось исторически так, что тарифы могут применяться там в основном те, которые предложит управляющая организация. Либо могут применяться муниципальные тарифы, да, на вот эти на жилищные услуги. Но на самом деле можно повлиять путем, значит, опять же, инициативы самих собственников, поскольку все эти вопросы, как я сказала и до этого, самый главный человек в доме – это не управляющая организация, не ТСЖ, это сам собственник, который управляет и который изъявляет свою волю через вот эти органы. И если они соберутся и скажут, нас это не устраивает, а нужно устанавливать другую плату, то это в их праве абсолютно. Ну что ж, остается только пожелать, чтобы все собственники становились более активными, да, более грамотными, повышали свою грамотность, искали информацию, в том числе подписывались на ваш центр, да, и время эфира у нас подходит к концу уже. Я хочу напомнить, что часть вопросов нам помогли подготовить коллеги из Центра управления регионом. Они отбирают наиболее актуальные вопросы в соцсетях касательно темы. Вот, а вам большое спасибо за то, что Спасибо вам, Ирина. уделили нам время. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.